Америка – великая страна, в России хочет иметь с ней дружеские отношения. Это опять заявил сегодня президент России Владимир Путин. Российскому лидеру трудно вести диалог с Бараком Обамой, сообщил он. Вы знаете, с действующей администрацией очень сложно вести диалог. Ведь диалог, вы бывший конгрессмен, я не знаю, всегда ли так было, но диалога практически нет. Он как выглядит? Администрация формулирует, что ей нужно, а потом настаивает на том, чтобы это было исполнено. Но это не диалог, это диктат какой-то. И так почти по каждому вопросу. А тем временем Барак Обама готовит пропорциональный ответ из-за атак на серверы политических организаций в США, ответственность на которые Вашингтон возложил на российских хакеров, сообщил журналистам представитель администрации США Джош Эрнест. Конечно, возможно, что президент изберет такие варианты ответа, о которых мы никогда объявлять не станем, добавил Джош Эрнест. ФБР, кстати, начинает расследование взломов, а глава российского МИДа Сергей Лавров утверждает в ответ, что говорить о вмешательстве России во внутренние дела США смешно. Сегодня Владимир Путин также комментировал и заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который предложил провести антивоенные демонстрации возле российского посольства в Лондоне и пригрозил России международной изоляцией. Что касается изоляции, да у них моторесурсов и бензина не хватит, чтобы все наши границы объехать, прокомментировал это Путин. Он подчеркнул, что если поддаваться этому шантажу, то в конечном итоге потеряем и в сфере экономики. Этого Россия не может допустить, потому что она этого не переживет. Тем временем страны Евросоюза обсуждают возможность введения новых санкций в отношении России из-за ситуации в Сирии. Об этом, в частности, рассказала министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём. А премьер Великобритании Тереза Мэй сегодня указала единственный способ достижения мира в Сирии. Как мы все знаем, единственное действенное решение по обеспечению мира и стабильности в Сирии – это политические преобразования. Настало время России признать, что будущее Сирии и политическая трансформация к стабильности в стране свободна от Асада. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии сегодня сообщил о том, что с полевыми командирами в сирийском Хомсе проводятся переговоры о присоединении к режиму прекращения огня. И сегодня же мировые СМИ облетели видеокадры 8-летней девочки из города Талипса в пригороде Хомса на западе Сирии. Она попала под удар авиации, вот эти кадры. К счастью, ее родители и трое братьев и сестер выжили, а сама она отделалась царапинами. Эту девочку зовут Ая. Она оказалась под бомбами. Никто из взрослых, которые летают в Сирии на военных самолетах, плавают на кораблях или находятся рядом с этим ребенком под любыми флагами, не смогли уберечь ее от этих ранений. Сейчас на прямую связь со студией «Настоящего времени» выходит политолог Константин Симонов. Спасибо большое, Константин, что согласились со мной поговорить в студии «Настоящего времени». Скажите, пожалуйста, вот эти слова Владимира Путина, сегодня сказанные на форуме ВТБ, показались попыткой как будто, извиниться перед США или уж, по крайней мере, не обострять и всячески показать, что не хочется обострять отношения. Я прав или я не прав? Я в этих словах не услышал ничего нового. Почему? Потому что на самом деле Путин достаточно четко и давно сформулировал свою позицию относительно диалога с Соединенными Штатами и Западом. Она очень простая. Нам этот конфликт не нужен. Если вы хотите мириться, мы с удовольствием будем мириться, потому что на наших условиях. Мы вовсе не являемся инициаторами этой истории. Но если вы будете по-прежнему нас провоцировать, если вы хотите драться, имейте в виду, мы будем драться, мы не уступим. Поэтому, если вы за диалог, мы только за диалог. Вот смотрите, каждый день российские СМИ пишут о все более и более ужасающих картинах будущего. То есть каждый день кажется, что этот спор может зайти как угодно далеко. И буквально неделю назад, как уже просто откровенно в заголовках написано, мы готовимся чуть ли не к горячей войне. А вам кажется, это очень далеко может зайти или где-то мы остановимся? Я хочу подчеркнуть одну мысль, что на Западе многие политики, эксперты, естественно, многие простые жители уверены в том, что Путин реализует какой-то антизападный политический проект, чуть ли не восстанавливает Советский Союз. Вот это является полной ерундой, потому что никакого такого политического проекта у Путина нет. И Путин воспринимает эту ситуацию, что Запад постоянно
тыкает его палкой и провоцирует на ответные действия. О чем он прямо говорил. Кстати, то, что Соединенные Штаты являются великой страной, он говорит не первый раз. Помните, что он говорил в Санкт-Петербурге на экономическом форуме? Он дословно сказал: Соединенные Штаты сегодня единственная сверхдержава в мире. То есть в этом плане его комплименты Соединенным Штатам как стране, они произносятся не первый раз. Теперь, что касается войны, поймите, это не только какие-то российские придумки. И мы очень опасаемся того, что ситуация сейчас находится в такой стадии, что военное столкновение с Соединенными Штатами возможно, причем это может быть даже не сознательный шаг, а какой-то случайный пуск ракеты, сбитый самолет. Конечно, конечно. И вы ее уже не остановите. И такая точка зрения есть и в самих Соединенных Штатах у людей, которые прекрасно... Все об этом говорят всерьез. Разве Асад не стоит того, чтобы не было, прости господи, ядерной войны? Но то же самое Путин может сказать Соединенным Штатам. Слушайте, ребята, а вот то, что вы делаете в Сирии, разве это стоит того, чтобы мы с вами начали ядерную войну? Но проблема, никто не хочет уступить в этой ситуации. Вот вы сами сейчас цитировали британского нового лидера. Асад должен уйти. А Путин говорит: а почему он должен уходить? Давайте Асад останется. Почему я должен в этом вопросе уступить? Почему вы? Он же сегодня прямо сказал: ребята, вы все время ставите условия, считаете, что я их должен выполнять. А вы сами собираетесь что-то выполнять? Потому что компромисс предполагает движение друг навстречу другу. Я войны не хочу, но если вы заставите меня это делать, имейте в виду, я способен на многое. Ну, собственно, Путин последние 2 года только и доказывает, что он способен к тем решениям, которые Запад считает, что он на них никогда не пойдет. Вы знаете, у меня последний вопрос, Константин, короткий. Когда Владимир Путин сегодня говорил, что мы не можем поступиться экономикой России, Россия не выживет, видимо, речь идет о том, что санкции действуют. Это имел в виду Владимир Путин? Как вам показалось? Ну, отношение к санкциям у нас, вы знаете, неоднозначное, потому что некоторые считают, что санкции даже помогают российской экономике. Я лично думаю, что крайние оценки, они всегда неправильны. Но я думаю, что Путин имел в виду следующее, что, ребята, мы, если говорить откровенно, от санкций не в восторге. Поэтому мы готовы к компромиссам, в том числе и по экономическим соображениям. Но имейте в виду, что если вы будете выдвигать нам просто список условий, там сегодня Асад, завтра Донецк, потом Крым, потом вообще уход Путина из Кремля. Вот мы на это по списку, по всем санкциям, конечно. Спасибо большое, Константин Симонов, политолог. Только что мы пытались понять, что имел в виду Владимир Путин, когда сегодня назвал Соединенные Штаты Америки великой сверхдержавой.